Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. И, что называется, с места в карьер. Одна из центральных тем послания года грядущего – экономическая ситуация. ВРП превысит прошлогодние показатели. Сохраняется динамика промышленного производства. И, что самое важное, несмотря на санкционное давление и жесткую кредитную политику, бюджет остался сбалансированным. По итогам 2025 года валовый региональный продукт превысит прошлогодний уровень. Положительная динамика промышленного производства остается основным источником дохода. Бюджет республики на предстоящие 3 года формировался в непростых условиях. Я благодарю Государственное собрание Илтумен и правительство республики за конструктивную работу и достижение общего баланса решений. Послание в первую очередь обозначает ключевые векторы работы для регионального парламента. Своего рода дорожная карта того, как депутаты будут формировать нормативные и управленческие механизмы реализации обозначенных приоритетов. Глава республики еще раз подчеркнул, что все социальные обязательства и публичные обязательства государства в отношении людей, они будут полностью выполнены, несмотря на это сложнейшее время. Под особым вниманием сфера ЖКХ. По поручению главы региона правительство рассмотрит возможность перехода на более локальные, близкие к потребителю источники тепла там, где уже есть газ. Это может сделать отопление экономнее и надежнее. Мы должны ситуацию с жилищно-коммунальным комплексом не просто поддерживать, удерживать, но трансформировать, потому что в новых реалиях, конечно, эффективность в целом этой отрасли, она отражается в очень больших арифметических величинах. К слову о расходах, затраты на Арктику приравняют к защищенным статьям бюджета. Все процессы здесь должны быть детально пересмотрены, а экономика вовлеченных предприятий и учреждений должна быть оптимальной и эффективной. Финансирование тех расходов, которые у нас идут на Арктику, а соответственно указа главы Республики Саха-Якутия о развитии арктической зоны, они стали защищенными статьями, и это уже даст нам прежде всего, для жителей Арктики определенную гарантию, что недофинансирования или проблем с денежными средствами не будет. Безусловно, послание – это еще и планы на будущее. Год грядущий глава региона объявил годом культуры. Для деятелей искусства это своеобразный наказ, чтобы еще больше усилить работу по поддержке традиционных ценностей. Есть такое высказывание: сила духа должна быть извечна. Вот и сила духа делает человека хорошо работающим, хорошо думающим, смотрящим вперед. Вот поэтому год культуры как раз-то будет работать на эту стезю. 26-й год под знаком культуры – явление закономерное. Ведь именно культура во все времена скрепляла народ, воспитывала молодежь в духе времени и, самое главное, давала неисчерпаемые силы для новых побед. Петр Васильев, Даяна Федорова, Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск.